В селении Мужичи строится школа на 320 ученических мест. Благодаря ее открытию в этом селе будет ликвидировано двухсменное обучение. Появятся дополнительные преимущества. Спортзал, полноценная библиотека, столовая, актовый зал. Словом, все то, чего не было в старом здании местной школы. Залина Могушкова расскажет. Несмотря на сильную жару и воскресный день, здесь бьют молотками и кладут кирпич. На объекте работают около 60 строителей. Все они местные, есть также рабочие из ближайших сел. Строят на совесть, ведь в этой школе будут учиться их дети. За качеством строительства на объекте следят круглые сутки. На всей территории установлены специальные камеры, которые в онлайн-режиме показывают все, что происходит на стройплощадке. Специалисты технадзора, глава села и другие надзорные ведомства могут производить контроль в любое время с помощью компьютера или же смартфона. Общая площадь школьной территории составляет более 1,5 гектара, из которых около 6000 квадратных метров занимает само здание. На остальной территории будут построены дополнительные пришкольные спортивные объекты и хозяйственные помещения. У нас стадион, 100-метровая дорожка, универсальная площадка, баскетбольная площадка. Это уже здание старой школы, которое под снос подлежит. У нас тут котельня, пожарный резервуар, очистные сооружения, трансформатор, газовая щитовая, ГРПШ. Все один у нас. Тут у нас вместо старой школы будет парковая зона. Строительство началось в апреле этого года по федеральной целевой программе развития сельских территорий. Сразу несколько бригад задействовано одновременно в различных видах работ. Пока внутри железобетонного каркаса каменщики делают кирпичную кладку, бок о бок с ними электрики перетягивают электрические провода. В соседних блоках уже начали наносить штукатурку, а на самом верху здания строители устанавливают крышу школы. Школа на 320 мест. Здание трехэтажное. В здании находится пищеблок, лифт, спортзал, актовый зал, лаборатории, там, кабинеты всякие по всяким предметам. До сих пор сельские дети учились в одноэтажном здании по соседству. Эта школа была построена в 1957 году. Обветшавшее здание недавно было реконструировано. Однако условия для образовательного процесса лучше не стали. Детям и всему преподавательскому составу в этом здании тесно, ведь оно рассчитано всего на 90 учеников, а учатся здесь по факту почти в 3 раза больше. Этот школьный холл порой выполняет функции учебного кабинета и даже актового зала. Площадь вот этого холла, можно сказать, не соответствует нормальному большому классу. Ну, здесь вот в этих стесненных условиях проходили все мероприятия, даже нашего сельского поселения, если так сказать. Ну, здесь и новогодний, вот Новый год встречали, елку здесь справляли. Вот как мы видим, есть сцена, вот, дети тут устраивали как бы мини-кукольный театр. Тут даже вот эту сцену, все это приходилось устраивать здесь. Ну, вот такие условия у нас вот были стесненные. Ну, благодаря вот энтузиазму учителей наших, спасибо им, конечно, на их вот энтузиазме держится вот эта школа на сегодняшний день. Физкультура проходила на улице, потому как спортзала в старом здании не было. А вот в этих вагончиках, разрисованных яркими красками, учатся начальные классы. Это вынужденная мера из-за нехватки помещений для проведения уроков. Внутри это приспособленное помещение выглядит как обычный учебный кабинет. Парты, школьная доска, детские рисунки, не вписывается в норму лишь вот эта печь. Ведь несмотря на все усилия учителей создать полноценный учебный уголок, это все-таки вагончик, и зимой в нем холодно. А в этом помещении, выдержанном в более строгом стиле, расположилась библиотека. Все сельские дети с нетерпением ждут открытия новой школы. Приходилось учиться и в 2 смены, бывали моменты, когда и в 3-ю смену даже оставались дети, так как не хватало мест учиться. Ну, 3-ю смену приходилось учиться. Ну, мы давно ждали новой школы.
И, наконец, вот дождались благодаря усилиям нашего руководства республики. С открытием нового здания качество образования в разы станет выше за счет появления комфортных условий и внедрения дополнительных образовательных кружков. Теперь детям не придется учиться в 2 смены. Места хватит для всех, но придется немного потерпеть, ведь строительство нового здания будет завершено лишь в декабре этого года. А до тех пор детям придется учиться в стенах старой школы еще 4 месяца предстоящего учебного года. Затем старое здание будет снесено. Залина Могушкова, Ахмед Горбаков, Новости 24.